Қадірлі достар, жуырда 5 қараша күні ел тарихындағы ең ардақты буын ардагерлер ұйымының мерейлі белесі атап өтілмек. Павлодар қалалық ардагерлер кеңесі өзінің 30 жылдық жолында бірліктің, елжандылықтың және ұрпақ сабақтастығының символына айналды. Ардагерлер қозғалысының бастамасы Павлодарда өткен ғасырдың 60 жылдарында басталған. 1980 жылдары бұл қозғалыс кең өріс алып, әр аудан мен ұйымдарда ардагерлер кеңестері жұмыс істей бастады. Ал 1995 жылдың 8 қарашасында Павлодар қалалық соғыс және еңбек ардагерлері кеңесі ресми түрде заңды тұлға ретінде тіркелді. Осы жылдар ішінде ұйымға беделді тұлғалар басшылық етті. Алғашқы төраға Демесинов, кейін Залата, Бимағанов, 9 жыл бойы Арангазина, 2014-19 жылдар аралығында Нұрбаев, ал 2019 жылдан бері Кеңесбаев басқарып келеді. Бүгінгі таңда кеңесті басқарып келе жатқан Кенже Садуақасұлы ұйым жөнінде былай дейді. Практически вы все знаете о том, что мы готовимся, городской совет ветеранов готовится в этом году провести юбилейное мероприятие, связанное с 30-летием Совета ветеранов города. Почему 30 лет, я уже говорил, многие знают, и все, если будет нормально, то в прессе, в средствах массовой информации там есть подробные объяснения, почему в позапрошлом году городской совет отпраздновал 40 лет, республика 35 лет. Вы помните, 2 района были в городе, потом они как бы трансформировались, и когда опять создали единый город, в то время как раз мы, совет ветеранов, который раньше... Поэтому мы, областной совет ветеранов, знает об этом, мы знаем, что такое ветеранские организации, кто такие ветераны, как они помогают нашим людям. Вы об этом прекрасно знаете. Вы люди совсем непростые, вы люди активные, вы люди благородные, вы люди честные, вы люди справедливые. Поэтому прежде чем поздравить вас с 30-летием, может невозможно. Вот когда 2 часа или час надо стоять, всех поздравляю. Поэтому... А потом уже привычку. Я только сажусь, когда меня вот немножко помогут, я только запахну. Они меня садят дальше, не представляю все книжки, а я сижу. Питание вас устраивает. Что расскажем? С первого дня можно сказать. Роза Михайловна уже старается. Тереза Михайловна. Тереза Михайловна. Что не Беларусь? Я 2 раза прошла медкомиссию, по ходу дороги дальше не дали. Отправили обратно в Казахстан. Там уже по красоте не было. Разные категории же у нас ветеранов. Есть активные, есть вот здесь в основном уже такого возраста, где не могут за собой ухаживать, преклонного возраста. Я вот курирую социально-бытовые вопросы. Вот это вот часть людей, в основном по своей общественной работе, я сталкиваюсь вот с такой категорией людей, которые нуждаются в помощи, от которых, значит, где-то и дети не хотят ухаживать, работают. Ну, есть такая категория, к сожалению, лица. Хотят внимания, вот, и не добиваясь его от своих близких, они попадают вот в такие учреждения. Называется он алтын вакыт, золотое время. Вот они здесь какое-то общение, здесь за ними уход и медицинское обслуживание. Когда идешь и обследуешь, и они требуют иногда невозможного, мы же общественная организация, вот, они ждут, может, и большего, а мы больше морально, больше поддержка, больше успокаиваешь, советуешь, где-то скажешь. Тяжеловато. Всяких коммерческих структур, где-то они понимают, вот то, что они нам дали, мы не себе, конечно, а сюда где-то необходимо. Стараемся набрать на эту сумму, а потом отсчитываемся, что мы эту сумму где-то ролик покажем, где-то видео отправляем, микрорайоны так делают, где-то получат помощь, они ее стараются отдать, где это нужно. И вместе с Комкорлык сейчас и Акиматовский отдел соцзащиты тоже говорит, нужно давать тем, кто нуждается, потому достойно есть, бывает, и они жалуются и просят, а мы им разъясняем, что у вас есть дети, у вас пенсия достойная. Вот туда и оказывается эта помощь.
Хорошо я жил в борьбе и ссорах, в судах и спорах, страданиях и тревогах дошел до преклонного века. Выслушали все, присытившись всем, он из своих деяний убедился в унизительности своего бытия. Чем же теперь заняться? Как прожить оставшуюся жизнь? И то, что не нахожу ответа на свой вопрос. Дегі абайдың шығармалары мен абай туралы кітаптар өте біз көріп тұрсыздар, орысша қазақша. Друзья, сегодня у нас это обычная встреча, но сегодня это необычная. Только для съемок. Да? Еще. Территориальная организация также предприятия других в рамках года волонтеров департамента юстиции совместно с Советом ветеранов города Павлодар проводится акция юстиции консультирует. Данное мероприятие проводится совместно с участием адвокатов, нотариусов, юристов, частных лиц. Теперь, пожалуйста, вопрос. Прописку поменяли, место жительства, место